Сильные морозы – это еще и испытание для коммунальных систем республики. 16 января в поселке Светлый в Мирнинском районе остановилось холодное водоснабжение. Всему причиной стало замерзание участка трубопровода. Для населения организовали поставку технической и питьевой воды. Из-за чего надвигающейся аварии не узнали заранее и как восстанавливали подачу воды, расскажет Вадим Ахмадулин. Отсутствие воды для благоустроенного дома – случай редкий. С вечера 16 января у жителей Светлого перестала течь вода из крана. Очень большие неудобства. Я как говорится, связалась первый раз с таким, как говорится, испытала такой случай на себе. До этого жила раньше в комфорте, никогда не испытывала в нужде в воде. Сейчас приходится набирать снег, топить его. Причина же остановки водоснабжения в поселке – замерзший участок трубопровода длиной в 490 метров. Шутка ли, на улице минус 50. Контрольные приборы измерения автоматики показывали ошибочные данные, из-за чего выявить приближающуюся аварию на ранних этапах не удалось. Водопровод пришлось отогревать метр за метром. В ликвидации данной чрезвычайной ситуации, если брать полный количественный состав, то это более 50 человек и порядка 7 единиц техники. Значит, персонал работал круглосуточно, без перерывов на сон. Оперативно были подняты бригады и приступили к аварийным работам по оттайке данного водовода. Значит, осложнялись работы экстремально низкими температурами воздуха наружного. Для жителей поселка оперативно организовали поставку технической воды для санитарно-бытовых нужд и бутилированной для питья и приготовления пищи. Техническую развозили по 12 точкам с остановками по 20-30 минут силами коммунальщиков и Светлинской ГЭС. О поставках сообщали заранее в мессенджерах. С питьевой водой помогли предприниматели Мирного. Мы заключили договора на поставку бутилированной воды силами непосредственно предприятий города Мирный. В первый день мы поставили 2,5 тонны за первый завоз раздали. К вечеру раздали еще 700 литров. Также все последующие дни мы по сегодняшний день обеспечили населением водой в количестве 3,5 тонн. В пятницу 20 декабря в 15:00 холодную техническую воду запустили в каменные дома. К вечеру сотрудники теплоэнергосервиса восстановили водоснабжение в деревянном жилфонде. Бригады продолжают ликвидацию последствий аварии. Подвоз питьевой воды продолжат, пока водоочистные сооружения не заработают в полную мощность. Вадим Ахмадулин, Кирилл Шолохов, медиакомпания «Алмазный край».